Динамика развития сельского хозяйства в Ингушетии стремительно растет. Махмуд Али Калиматов с первых дней вступления в должность главы Ингушетии расставил четкие акценты и обозначил приоритеты развития региона. Как итог, сегодня республика занимает второе место на Северном Кавказе по индексу роста сельхозпроизводства, который составил почти 109%. Руководитель субъекта доложил об этом на встрече с президентом России. Действительно, в агропромышленном комплексе региона наблюдается положительная динамика. За прошлый год у нас было закуплено очень большое количество крупнорогатого скота, мелкорогатого скота. То есть поголовье во всех категориях у нас составило 73,5 тысяч голов, что около 6% больше, чем в 2020 году. Увеличилось также поголовье мелкорогатого скота тоже на 5,3% и составило 308 тысяч голов. В прошлом году также наблюдался рост и в производстве основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий. Всего в регионе произведено почти 9 тысяч тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. По сравнению с позапрошлым годом получено около 18% молока. Активная работа продолжается сейчас на полях Ингушетии. На данном этапе у нас идет сев. Во всех, то есть ранние яровые мы уже посеяли, то есть закончили это более 9 тысяч гектаров. И вот сейчас уже идет, параллельно идет сев яровых культур, это поздних яровых культур. Семена хозяйства приобрели, удобрения есть, то есть идет планомерная работа. Глава региона поставил перед правительством задачу обеспечить мясом внутренний рынок субъекта, что и удалось сделать. В условиях санкций и внешнего давления голодным в республике точно никто не останется. Пшеница у нас своя, и мясо у нас свое, то есть это стопроцентное обеспечение. То, что мы выращиваем, то этого нам хватает. В этом году аграрии делают ставки на посадку овощей открытого грунта, чтобы республика смогла обеспечивать себя как минимум борщевым набором. Это капуста, картофель, сахарная свекла, морковь и не только. Плюс у нас еще выделена земля 600 гектаров. В прошлом году, правда, они посеяли яровые культуры. Мы теперь сказали, что назначение земли – это посадка овощей открытого грунта, чтобы они использовали землю по назначению. То есть у нас договоренность есть на почти 1000 гектаров, 900 гектаров у нас будет овощи открытого грунта. Более 10 тысяч тонн продукции в год начал выпускать и птицекомплекс «Южный». Это свыше 30 наименований деликатесов из мяса индейки. На заводе трудятся почти 400 человек. Санкции им не страшны. Наоборот, наращивают производство и расширяют географию поставок. Также в этом году республика запустит и свой собственный цех по обработке шерсти животных. Поставили цель до конца апреля запустить. Если у нас будет возможность, мы постараемся запустить его даже в апреле месяце. Потому что он закуплен, уже стоит оборудование, все, что там необходимо, свет есть, там больше вода нужна была, воду подвели. То есть небольшие эти, просто само помещение, сказали, как бы нужно капитальное, но оно у нас как бы мы запускаем вот этот цех на базе ГУП «Зори Кавказа». Это у нас в Малгобекском районе. Еще одна действенная мера, предпринятая главой региона для сдерживания цен – продовольственные ярмарки. По поручению Махмуда Али Калиматова они проводятся в каждые выходные. В субботу и воскресенье мы проводим ярмарки. Ярмарки проходят в разных районах, разных городах. Цены, вот как мы уже поняли, стабилизировались. Может, они еще будут падать. Просто цель была, чтобы они не росли так, скачками, чтобы они не росли. И как бы цены остановились на уровне и начали потихоньку снижаться. Чтобы смотивировать людей на развитие личного подсобного хозяйства, Минсельхоз решил продолжить конкурс, запущенный главой Ингушетии в прошлом году. В нем принимали участие около 200 человек. Финалисты и представить не могли, что привычный с малых лет труд в своем собственном огороде будет когда-то оценен на республиканском уровне. Первое место и денежный сертификат на 1 миллион рублей выиграла Рапиат Пидиева из Датыха. В этом году будет 2 первых места. Победители смогут получить по 500 000 рублей каждый.
Конкурсы постоянно уже на базе не с фонда главы, а на базе министерства. Разработать на утверждение заявить, Успешные результаты показали в прошлом году и такие предприятия, как Сад-гигант Ингушетии и агрокомплекс Сунжа. Сад-гигант, к примеру, собрал около 30 тысяч тонн яблок. Объем инвестиций 1 миллиард 700 миллионов рублей. Реализация второго этапа на сумму более 6 миллиардов рублей предполагает выход на полную мощность объемом до 23 тысяч тонн в год. Его планируют реализовать до конца текущего года. Также в республике заложено порядка 400 гектаров виноградников. Всего под них планируют довести до 1000 гектаров к 30 году. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.